Глава Ингушетии поручил вице-премьеру Тимуру Фаттахову взять на контроль решение вопросов жителей районов, которые пострадали в результате обильных осадков в понедельник во второй половине дня. Проблемы людей должны решаться оперативно. Узнайте, везде ли есть газ, свет, вода. Подключите необходимые службы МРСК, Межрегионгаз, водоканал. Не оставляйте людей без внимания, подчеркнул он. Калиматов также дал указание определить контактный номер, по которому жители пострадавших районов могли бы связаться для решения своих проблем. Как доложил руководителю региона Тимур Фаттахов, меньше всего ущерб причинен в Малгобеке. Муниципальные власти Малгобека сообщили, что у них ущерб незначительный. Больше всего пострадали 3 населенных пункта в Малгобекском районе. Это Верхние, Средние и Нижние Очелуки. В некоторых домах откачивали воду из подвалов, отметил вице-премьер. По его словам, в Сунжа пострадали несколько домов в районе железнодорожного вокзала. Вода попала во двор и в помещение домов. Их тоже очистили. Итоговая оценка ущерба, нанесенного стихией в населенных пунктах Ингушетии, будет дана после завершения работы комиссии. И населенные пункты у нас подверглись стихийным бедствиям, этим конкретно наводнению. По Малгобекскому району 3 населенных пункта. Это Нижние Очелуки, Средние Очелуки и Верхние Очелуки. Плюс к этому город Малгобек. Несколько районов, в частности 5 многоквартирных домов было подтоплено. Подтоплено. Да. Ну, это подвалы многоквартирных домов. И плюс город Сунжа, район, прилегающий к железнодорожному вокзалу. Там также было подтоплено несколько индивидуальных жилищных строений. Во-первых, оперативно вчера отработали спасатели. Два отряда в Малгобекском районе, отряд в Сунжинском районе. Плюс нам понадобилась помощь по откачке помп МЧС, соответственно, пожарной бригады. Жертв и пострадавших нет. Единственное, в Нижних Очелуках были 2 дома, откуда не могли семьи выбраться из этой ситуации с подтоплением. Соответственно, спасатели и местные жители помогли, люди вышли. То есть все-таки все помогли, все сделали? Все сделали, да. На сегодняшнее утро следы подтопления в школе были полностью уже устранены. То есть внутри школа полностью, как и была, готова к 1 сентября. Единственный вопрос, который остался, это заиленная территория школы. И в нескольких местах вскрылся асфальт и смыла часть забора. Значит, по этой ситуации уже в 11 часов там работали бульдозеры Ингушавтодора. Посмотрим, там небольшая площадь участка, асфальт весь будет до 1 сентября установлен. Малгобек, Малгобекский район и Сунжа будут смотреть ущерб. Там работает сейчас в каждом муниципалитете своя комиссия. Сейчас занимаются сбором заявлений от граждан и подсчетом ущерба. В зависимости от этого и от той справки, которую мы получим от Росгидромета, уже будут приняты решения о муниципальном ЧС или, может быть, нам придется объявить республиканский. Вы берите это на контроль. Значит, первое. Второе. Значит, необходимость, если срочно есть, жизнеобеспечение, там свет, газ, те вещи, которые необходимы для людей. То есть подключайте МРСК, Межрегионгаз, если это нужно. Очень проследить, значит, не забыть никого. То есть комиссии-то районные, городские они, но все-таки надо послушать людей, какой-то контактный телефон дать, чтобы они могли звонить, чтобы могли дополнительно выехать, если будет необходимость. Людям оказать всемирную помощь. Все это сделать. Но, значит, четко проследить, значит, работу комиссии, и реальная помощь должна быть. По факту, значит, нанесения того или иного ущерба. Поэтому я просил бы вас лично это контролировать и в последующем мне докладывать.